Вот и подошел к концу Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе. Самое масштабное молодежное событие в мире в этом году. В нем приняли участие 105 человек из Абхазии. Ребята проявили себя, познакомились с культурой разных стран. Форум прошел по указу президента России Владимира Путина. Чтобы обсудить итоги столь масштабного события, участники фестиваля и не только собрались на форуме молодежи в Сухуме, организованном Госкомитетом по молодежной политике и спорту. Сейчас перед молодыми парнями и девушками Абхазии стоят новые вызовы. Мир вокруг меняется. Важно уметь и сотрудничать, и развивать отношения с друзьями. С таким посланием к молодому поколению обратился президент Абхазии Аслан Бжания. Дорогие друзья, сегодня я обращаюсь к вам, к новому поколению. Большинство из вас родились и выросли в признанной суверенной республике Абхазия. И сегодня вы являетесь первым со множества лет поколением абхазов, которые являются хозяевами своего дома и живут в своем доме. Вы первое за века поколение, которое пользуется плодом усилий нашего народа. Вы дети свободы, наследники нашей истории. И сегодня вы унаследовали результаты вековой борьбы за право жить на своей земле, сохраняя свою культуру, язык и традиции. И сегодня перед вами, молодыми парнями и девушками Абхазии, стоят новые вызовы. Мир вокруг нас меняется, и изменения эти требуют от нас адаптации, новых идей и решений. Мы должны стать развитыми, умными, здоровыми, состоятельными. Мы должны не просто уметь сотрудничать и развивать отношения с нашими друзьями. Для того, чтобы сохранить нашу свободу, мы должны укреплять свои союзнические отношения, прежде всего с Россией. В союзе со всеми народами Российской Федерации мы сможем совместно противостоять общим угрозам и вызовам. Ваши знания, ваша энергия и ваш новаторский подход должны воплотить самые смелые проекты и идеи, сделать Абхазию сильнее, богаче, красивее, справедливее и в конечном счете еще лучше, чем она есть сегодня. Мы не затеряны в океане остров, оставлены один на один со стихийными силами природы. У независимой Абхазии есть друзья, пусть их не так много, есть соседи и союзники, и среди них есть страна, которая одновременно является нашим лучшим другом, лучшим соседом, а на сегодняшний день и единственным окном в мир. Это Российская Федерация, которая первой признала наше право на самоопределение, наше право жить в своем доме и говорить на своем языке, развивать свою культуру и экономику, наше право быть самими собой. Мы глубоко признательны Российской Федерации за поддержку и помощь, оказанные нашему народу в последние десятилетия. Это сотрудничество оказалось ключевым в обеспечении нашей безопасности и экономического развития. И сегодня мы должны продолжать укреплять эти связи, строить нашу совместную будущность на основе взаимного уважения и партнерства. Именно ради возможности иметь это лучшее будущее многие молодые люди из Абхазии ушли добровольцами СВО на Украине, где сейчас Россия борется с агрессивным режимом и его вдохновителями за новое, справедливое мироустройство, в котором уважается право народов на свободу, самоопределение. Россия не признает мироустройство, в котором подразумевается один хозяин на все страны и борется с ним. Мы должны понимать, что это борьба и наша борьба. Нас не признали те же самые страны, у которых есть свой хозяин, и которые не желают видеть нас равноправными партнерами. Вот почему наше будущее связано с теми, кто, как и мы, борется за право быть хозяином в собственном доме, за право сохранения своей идентичности. Сейчас каждый из вас стоит перед важным выбором. Этот выбор повлияет не только на будущее России, но и на наше общее будущее. Мы должны поддержать тех, кто погибал вместе с нами, поддерживал нас, кто вносил вклад в развитие нашей независимости и процветания. Это возможность показать нашу благодарность и уважение. Разумеется, речь идет о президенте Российской Федерации Владимире Владимировиче Путине, чей личный вклад в становление и развитие независимой и суверенной Абхазии неоценим. Сегодня именно он взял на себя всю ответственность перед лицом истории за Россию и ее многонациональный народ, за всех друзей и союзников России.
Мы видим, как под его руководством рушатся планы наших общих врагов. И мы знаем, что он приведет Россию к победе. Вот почему наша задача сегодня способствовать этому всеми силами, всей душой. И делать это как граждане, как союзники, как друзья, как честные и порядочные люди, совесть и достоинство которых знакомы с чувством человеческой благодарности. 17 марта 2024 года мы будем иметь возможность поддержать Россию, поддержать Владимира Путина и внести свой вклад в лучшее будущее. В этом будет заключаться наша благодарность за гигантский вклад России в развитие Абхазии, основой которого является формирование общего социально-экономического, культурного, духовного, гуманитарного пространства и, конечно, обеспечение прочного мира. От позиции молодежи и ее активности во многом зависит развитие страны. В истории Абхазии немало примеров того, как молодежь становилась главным аспектом перемен, отметил модератор форума молодежи Инал Хижба. Абхазская молодежь всегда стояла в авангарде всех государственных изменений. Так было и в годы освободительной войны народа Абхазии в 1992-1993 годах. Лучшие сыны и дочери Абхазии отдали свои жизни за свободу и независимость нашей Родины. Молодому поколению необходимо сохранить добрую и светлую память о наших предках, их бессмертных подвигах. Сегодня Абхазия находится на новом этапе своего развития, и в этом процессе молодежь должна играть важнейшую роль. Мы верим, что вы продолжите строить сильную, процветающую и независимую страну, основанную на принципах демократии, справедливости и верховенства закона. Участники форума молодежи Абхазии приняли итоговую резолюцию. В ней они обратились к действующему президенту России Владимиру Путину, выразили признательность за твердую позицию по вопросу признания независимости Абхазии и поддержали решимость главы государства противостоять агрессивной политике Запада. Мы не сомневаемся, что под вашим руководством Россия выйдет из этого конфликта победителем. Твердо убеждены, что ваше переизбрание на пост президента России станет гарантией мира и стабильности для нашей республики, для всего Кавказского региона и для значительной части мира. Призываем всех граждан Абхазии, имеющих право голоса, поддержать вашу кандидатуру на предстоящих выборах. Ваш опыт, мудрость и патриотизм необходимы России в это непростое время. Мы, молодежь Республики Абхазия, обращаемся к вам с открытым письмом, выражая нашу непоколебимую поддержку вашей кандидатуре на предстоящих президентских выборах Российской Федерации. Важное значение в партнерских отношениях между странами-союзниками Абхазии занимает спорт. Все инициативы нашей страны поддерживаются Федерацией спорта России. Так, например, соглашение между странами позволило нашей команде по волейболу принимать участие в чемпионате России. По словам главы Госкомитета по делам молодежи и спорта Тараша Хагба, данные отношения дадут новый импульс в развитии спорта в Абхазии. Говоря о достижениях наших спортсменов, мы, конечно же, испытываем гордость. И при этом говорим, что наши ребята достойно могут и должны представлять нашу страну на международной арене. Свою благодарность за приглашение и поддержку выразили помощник председателя Госдумы Файлак Арушунян и депутат городского собрания города Сочи Заур Хушт. Хотел бы поблагодарить президента Абхазии, молодежи Абхазии за предоставленную возможность присутствовать на данном форуме, а также поблагодарить за поддержку нашего президента Владимира Владимировича Путина, а также от себя лично и будучи представителем братско-адыгского народа, поблагодарить братский абхазский народ. Форум был приурочен к первым трехдневным выборам президента России, которые пройдут 15, 16 и 17 марта. В Абхазии 17 марта будут открыты 30 избирательных участков. Ульяна Рожкова, Заур Кварче, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.